Всем привет, меня зовут Александр. Мы находимся в селе Выльгард, и здесь мы построили вот такой красивый дом параметрами 6×8, полноценные 2 этажа. Давайте более подробно вам расскажу об этом доме. Пару слов о конструктиве. У нас свайный винтовой фундамент. Мы его видим. Далее брус большого сечения. Это брус 200×200, мощный и надежный. В дальнейшем уже идут стены дома. Потом пойдут бытовые нагрузки, ветровые, снеговые нагрузки. Это все дело будет давить вот на данный брус, который будет распределять нагрузку уже на данный фундамент. Поэтому вот такой он большой. Идем дальше. Далее половые лаги. Почему же они такие большие? Тоже большого сечения 100×200. А это связано с тем, что данные лаги не прогибаются на длину пролета до 4,5 метров. То есть ваш сервант, ваша мебель при ходьбе не будет дребезжать. Надежные, хорошие. Шаг между лагами у нас 580-590 миллиметров до 600. Это связано с тем, что в дальнейшем вы будете утеплять матами. И у вас не было геморроя, то есть все было очень легко. Что по первому этажу, что по межэтажке, что по кровле. Мы заранее все уже спланировали и подумали, чтобы вам в дальнейшем утепление происходило с легкостью. Идем дальше. Стены дома выглядят вот так вот. Слегка потемневшие такие. Значит, это брус 150×150, хвойная порода сосна. Материал покупался с заказчиком задолго до момента строительства, поэтому он немножко такой потемневший. Кроме того, сейчас повышенная влажность и положительные температуры. Поэтому еще грибок синева, он древоокрашивающий грибок, бурно развивается. Но это все дело можно легко убрать отбеливателями, которые продаются в любом хозяйственном строительном магазине. Я вам этот эксперимент, кстати, покажу. На днях я возьму брусок и разными средствами опрыскаю. И вы увидите, как вот эта серость, она просто с древесины убирается. Пойдемте на второй этаж. Вот мы на втором этаже. Здесь мы тоже видим ту же картину. Вот так выглядит второй этаж. Лаги пола и потолка тоже 100×200, мощные и надежные. Ну и кровля. Пирог по крыше у нас как для полноценной зимней кровли, а не просто чердачного перекрытия. У нас идут вот стропильные ноги, далее пленка изоспан АМ, хорошая, надежная, работающая как ниппель, который выводит конденсат из-под кровельного пространства, и он не попадает в утеплитель, и утеплитель полноценно выполняет свою функцию долгие годы. Потому что вы же не видите, как там все происходит. И не надо это все видеть. А утеплитель работает, сохраняет тепло в доме, потому что в нем нет воды. А почему нет? Потому что пленочка вот эта спасает его. И это не какая-то дешевая нетканка, а хорошая, надежная пленка из Испан АМ. Идем дальше. Далее идет брусок 50×50. Он выводит тот конденсат, который образуется с внешней стороны. Выдули. Далее идет обрешетка из доски дюймовки, уже идет кровельное покрытие, профнастил. То есть такая хороший пирог такой у нас идет по кровле. Вот так вот. Хороший пирог. Ну и в целом работа сделана хорошо. Да, еще забыл сказать, у нас очень много крепежных элементов. Очень много мы всегда применяем. По каждой стропильной ноге там идет усиленный уголок. И не просто на саморезы и гвоздики под нагрузками. Сейчас так на радость это все слетает, да, от нагрузок. Просто шляпки, на ура. Такое было у меня на ранней стадии строительства в первые годы. Потом я понял, что да ну его нахер. Это все опасно. И дело очень ответственное. И на текущий момент мы делаем на глухари вот такого диаметра. Вбуриваем его, чтобы хрен что, лучше стену сдвинет, но крыша никуда не двинется. И это каждый элемент, каждый крепежный элемент у нас на глухари. Далее, помимо всего этого дела, есть шпильки, которые скрепляют тоже вот такого диаметра, не просто гвозди. Помимо гвоздей, вот такие шпильки. То есть все надежно. С чем это все дело связано? Почему обвязочный брус 200×200? Зачем? Почему лаги такого большого сечения? Почему столько крепежки? Почему вот такая вот пленка? Почему не обычный из Испана, а именно АМ давайте, подороже, да? Почему?
Для чего? То есть они переизбыток ли? Нет, потому что это несущая конструкция, это основа, это скелет. Это скелет человека, мощный, хороший скелет. А остальное, вот наружная, внутренняя отделка, это мясо, которое легко можно добавить, убавить, поменять. Именно вот от этого скелета, от этих конструкций несущих и будет зависеть целостность дома. Понимаете? Поэтому здесь все очень хорошо. Здесь все нормально. Вот так вот. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом мечты, надежный, качественный дом, обращайтесь. Это компания «Центр домостроения». Город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, мы проконсультируем, сделаем вам расчет стоимости, ну а вы уже принимаете решение. Мы будем рады построить вам дом вашей мечты. Приходите, мы ждем вас. До встречи.